Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Число беременных девушек в возрасте до 14 лет сократилось в России за год более чем вдвое. Это следует из статистического сборника Минздрава за 2017 год. В целом, количество беременных девушек до 18 лет в России также снижается. Если в 2016 году на 100 тысяч населения приходилось 1 тысяча беременных в возрасте от 15 до 17 лет, то в 2017 году 803. По статистике Минздрава, больше всего беременных до 18 лет находится в Магаданской области, Коми и Забайкальском крае. В Мирнинском районе раскрыта кража мобильного телефона. В полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что вечером подъехал в кафе и зашел на ужин. При этом он забыл поставить машину на охранную сигнализацию. Воспользовавшись этим, злоумышленник свободно проник в машину и похитил оставленный в салоне смартфон Samsung Galaxy. Похищенное подозреваемый сбыл своему знакомому за 3000 рублей, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки. Телефон изъят и возвращен владельцу. Сумма ущерба составила 19 999 рублей. Мужчина украл телефон у девочки, которая играла на детской площадке в Якутске. Как сообщили в пресс-службе МВД, девочка, гуляя во дворе дома по улице Жарницкого, оставила сотовый телефон на краю песочницы и отошла. Проходя мимо, неизвестный мужчина, воспользовавшись ситуацией, взял телефон и скрылся. Обидчика детей вскоре задержали. Им оказался 34-летний уроженец Сунтарского района. 60-летний житель Якутска заявил в полицию о краже 41 тысячи рублей с его банковской карты. Как сообщает МВД Якутии, в преступлении подозревается 35-летняя подруга сожительницы пенсионера. Женщина приходила в гости к своим знакомым и ходила с потерпевшим в магазин. Когда мужчина оплачивал покупку, она подсмотрела и запомнила пин-код. Позже женщина забрала банковскую карту с собой и вывела оттуда деньги. Возбуждено уголовное дело. В Мирном произошло ДТП. Автомобиль марки Hyundai въехал в дорожное ограждение, а в скором времени произошло возгорание транспортного средства. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробности выясняются. Стоит напомнить, что совсем недавно, 9 августа, на площади Ленина специалисты администрации города совместно с сотрудниками ГИБДД при участии волонтеров провели городскую акцию по безопасности дорожного движения «Водитель, не садись пьяным за руль». За прошедший период текущего года на территории Мирнинского района в дорожно-транспортных происшествиях погибло 8 человек. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в среднем за неделю задерживают около 10 водителей. Жители Нерюнгри запечатлели момент, как медвежонок бросился на человека. Группа гуляющих по лесу молодых людей увидела медвежонка и зачем-то попыталась привлечь его внимание. На видеозаписи видно, что хищник не оценил доброго расположения людей и попытался броситься на них. Люди предпочли прекратить опасное общение. К счастью, никто не пострадал. 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Такова сумма хищений в банке Тата. В настоящее время в банке назначили временную администрацию до появления конкурсного управляющего, либо ликвидатора. И она выявила существенные нарушения прежнего руководства и работников в учете вкладов, оформленных в московском офисе незадолго до отзыва лицензии. Напомню, лицензию Банк России отозвал 5 июля этого года. Центробанк также аннулировал право деятельности на рынке ценных бумаг. Также возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка. Двое полицейских столичного метрополитена получили реальные сроки за незаконное задержание мужчины, который попросил их не курить в общественном месте, сообщили в прокуратуре Москвы. 25 августа 2016 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка возле входа на станцию Таганская московского метрополитена, с применением насилия незаконно задержали мужчину. Поводом для незаконных действий полицейских стало замечание, которое прохожий сделал их коллеге о недопустимости курения в общественном месте. Потерпевшего они незаконно поместили в камеру административно задержанных, отметили в прокуратуре. Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали. Суд также лишил их права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах в течение 2 лет. На этом пока все. Берегите себя.